Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня на кухне мы с моим Аби. Его зовут Давуд. Он родной брат моего мужа. Сегодня мы с ним будем готовить вместе. Хочу сказать, что он недавно только прибыл с армии, поэтому один из моих вопросов было: как там вас кормили? Он сказал, было очень вкусно. Я сказала, какое твое любимое блюдо? И тогда он ответил, что любимое блюдо у него курица в соусе бешамель. И, конечно же, я ему предложила вместе приготовить это блюдо. Какие у нас ингредиенты, друзья? Аби, içinde ne var bu yemeğin? Tavuk göğsü var. У нас есть самый важный ингредиент, это грудка куриная. У нас тут примерно килограмм грудки. Tamam. Soğan, yeşil biber ve kırmızı biber. Суан, это то есть лук есть, ешельбибер, зеленый перец сладкий и красный немножечко, чтобы был немножко цветным наше блюдо. Также добавим красный перец, но это не обязательно, друзья, это по желанию. Tuz ve baharatlarımız var. У нас есть соль, также специи, это красный перец и черный перец. Красная паприка полугорькая, так скажем. Kaşar peynir. У нас сыр, тут примерно у нас 200 граммов сыра. У нас томатная паста, буквально 1 столовая ложка томатной пасты с горкой. Süt. Сыт это сыт, то есть молоко. Тут у нас 4 стакана молока, примерно 800 миллилитров. Опять-таки соль и черный перец для самого соуса. Un. Для соуса также у нас мука, 3 столовые ложки с горкой. Тереyağı. И, конечно же, сливочное масло, также 3 столовые ложки с горкой. Так, друзья, мы уже приступаем к приготовлению. Давайте поехали, друзья. Так, наш Аби сейчас начнет нарезать на кубики нашу грудку. Kesiyorum. Как сказать, любишь кататься, люби саночки водить, так что если хочешь курицу в соусе бешамель, то, конечно, тоже нужно потрудиться, друзья. Поэтому сегодня наш брат будет трудиться. Аби режет на такие вот куски, небольшие кусочки. Так, овощи также будем нарезать кубиками. Давайте я буду сначала начинать с лука. Также нарезаю наш чеснок. Также режу на мелкие кубики. Друзья, то, что нужно было нарезать, мы нарезали. Это у нас грудка, чеснок, лук нарезали, а также перцы. Так что будем дальше уже приступать непосредственно к готовке. Давайте уже поехали. Ставлю на самый высокий огонь нашу сковороду. Наливаю 6 столовых ложек подсолнечного масла. Дальше, друзья, добавляю наш лук с чесноком. Поджаривать сначала наш лук с чесноком. Друзья, наш лук поджарился, будем добавлять грудку. На этом этапе, друзья, можно немножечко убавить огонь. Ставим на средний огонь на этом этапе и жарим грудку хорошенько с 2 сторон. Добавляем соль, красный перец, черный перец на этом этапе и продолжаем жарить.
Друзья, хорошенько поджарили нашу грудку. Теперь добавляем к нему перец. И также вместе обжариваем. Добавляем нашу томатную пасту. Наша грудка с овощами готова, можем выключать. Немножечко дно формы смазываем растительным маслом. Друзья, приступаем к приготовлению соуса бешамель. Этот соус очень прост в приготовлении. Давайте я уже начну. Включаем огонь, ставлю на средний огонь, кладем наше масло, ждем, пока наше масло полностью растопится, добавляем нашу муку и хорошенько будем, перемешивая, готовить нашу муку. Будем готовить до того времени, пока у нас не появится запах муки. Начался чувствоваться запах муки. Теперь будем добавлять молоко, друзья. И на среднем огне, перемешивая, будем варить наш соус. На этом же этапе добавляю черный перец и соль. И хорошенько перемешивая, буду варить до готовности. Друзья, ставим на средний огонь, ни в коем случае не ставим на высокий огонь, потому что на высоком огне, возможно, наш соус будет подгорать внизу. Поэтому варим на среднем огне и постоянно перемешиваем. Пока я готовлю соус, наш брат на терке натирает сыр, у нас твердый сыр. Он пока натирает на терке сыр, я тут готовлю соус. То есть мы работаем в обе руки, так сказать. Чтобы масса была более однородной, друзья, можете сразу использовать взбивалку. И вот таким образом, взбивая, доводить до кипения. Друзья, наша масса начинает закипать, посмотрите. И буквально держим минуты полтора. И выключаем наш газ. Наш соус готов. Друзья, разравниваем нашу курочку. Аккуратно наливаем наш соус бешамель. Дальше, друзья, хорошенько разравниваем. И посыпаем тертым сыром. И
отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на минут 25. Будете смотреть, верхушка должна подрумяниться. Tamam abi, nasıl oldu? Nasıl oldu? Bak bir bak tadına. Tadına hemen bakıyoruz. Nasıldır? Tam kıvamında mı? Tam kıvamında. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. А ты Harika. говоришь, что получилось очень вкусно, ему понравилось. Arkadaşlar videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederiz. Şimdiden afiyet olsun. Брат говорит, если понравилось видео, не забудьте подписаться на наш канал. И всем говорим приятного аппетита, до скорой встречи и пока-пока, друзья.